Черкесская стандарт до середины икры, чуть ниже. Ноговицы, высшее завязывание до 25 сантиметров минимум. Не такие, как сейчас танцоры танцуют. На колени заканчивается. Да. Заканчивая штанами, которые, ну если мы, например, просто посмотрим на... Это некрасиво раньше было обсуждать такие вещи, но, скажем, мужчина, если во время боя запихивал полы своего кафтана за пояс, то появлялись видимые его шаровары. Так вот, эти штаны выглядели как у мушкетеров или этих голландских стрельцов. Да, они вот такие пышные. Шаровары, да, шаровары. Там есть несколько вариантов штанов. Есть узкие штаны простые, с низкой обувью, когда носили. Есть шаровары с узкой голенью и вшитым, скажем, между двух штанин такого своеобразного квадрата, ромба. Это особый покрой такой, квадрат сшивался. Вот. Создавался такой своеобразный широкий шаг. На лошадь легко запрыгивать, шагать, залазить на скалы, такой для обихода. Вот. Там несколько видов. И смотря для чего они. Вот. Это тоже. Потом кафтан должен быть до колена, аккурат. Мидакак залма, акламала аккурат. Внутри под черкесской рубашки носили представители крестьян. Потому что кафтаны носить очень дорого. Это лишний метр. Это лишняя ткань, это лишние деньги. Носили рубашки, но считалось, в принципе, неприличным носить рубашку, потому что рубашка – это мидакка хадун. В рубашке подросток не мог появиться при своей сестре, это было стыдно. В простой рубашке. Особенно без оружия. Вот эти рубашки, которые... Если бы пацан, просто парень, появился при своей сестре в рубашке, без кинжала, без пояса, она бы над ним издевалась до конца его жизни и рассказала бы всем своим подружкам, да, всем своим подружкам, понимаете? Это смешно, потому что рубашка не закрывает штаны. И если на тебе нету пояса с оружием, то ты не мужчина. После 14 лет на него повязывали при обряде инициации оружие. И после этого он считался полноценным мужчиной, который защищает свой род, свою фамилию, свой народ. И имеет право ходить в военные походы. 14 лет. Да. Вот. А оружие вообще мальчик начинает носить после 4 лет. Это бывает или маленький кинжал, или боевой нож. Все равно атрибут оружия на мальчике бывает. И к нему относятся с такого возраста, когда он уже переходит в мужское общество, к нему относятся как к взрослому. Просто ему дают посильные поручения, относятся к нему как бы по уровню. А на самом деле относятся как к взрослому человеку, и не сюсюкают, и называют его не по уменьшительно-ласкательному варианту его имени, а по названию, по имени. Да, относятся, да, соответственно, возрасту. Вот, но никак не к ребенку. Поэтому они вырастали нормальными людьми, адекватными, да. А у нас сейчас смотришь, лет 75, а он как был Мишка, так и остался Мишка. Или Колька. Игорек. Или Игорек, да. Игорек. Вот такие моменты. тоже было, даже пословица такая есть. Мадном халат. Мадном халат. Если матери позволит, то она из него сделает ребенка к 30 годам. Дети оставались у нас тоже с такими... Вот. И у нас сейчас очень большая проблема, потому что нарушена преемственность поколения и преемственность традиции. Если еще в начале 20 века отголоски тех осетин, которые были в 18 веке, в начале 18 века, в середине 18 века, еще как-то, то сейчас это очень трудно сохранить и восстановить. Трудно, потому что семья живет раздельно. Раньше жили 3-4 поколения. Да, и семьи живут раздельно. Институт семьи разрушен, в принципе, в Осетии. У нас разводов больше, чем у всех соседних народов. И у нас дети, растущие в разделенных семьях, и с ними очень трудно. То есть с мамами? С мамами, в основном с мамами. В основном с мамами, да. А длина рукава? Так. Длина рукава на черкеске. Длина рукава на черкеске. Точно вы решили ходить. Фаланга пальцев. Вот С удовольствием бы ходили, если Если закрыть кулак, в Эмиратах. то рука не видна, и он может танцевать любой танец с девушкой. Конечно, приезжают А на своих парадные черкески в конце 19 века, начале 20 века, парадные черкески приобрели у знати длинные рукава
это как бы символ статусности, там, что он не работает и тому подобное. Хотя длинный рукав очень функционален в плане боевого использования, когда его заворачивали ровно сюда, сворачивали 2 раза, одевали наручи железные, и автоматически получалась такая мягкая подстежка. Рукав длинный для этого и широкий рукав, он для этого его в 2 раза сворачивали, сверху наручи одевали, получалась защита. Застегивается на солнечном И на солнечном сплетении Высота застегивается. воротника какая? Воротничок 2 видов, один с полукруглым завершением, другой высокий, ровный разрез, где, да, он высокий бывает обычно. Не смещенный, посередине, да? Посередине, да, не смещенный. Смещенный — это российское влияние. А Кстати, в средневековье, кстати, такие варианты тоже были. на рукавах пуговицы? Рукав на бешмете, на курате, точно такой же по пошиву, как на черкеске, ровный. Просто он чуть-чуть уже, и застегивается он на 4 пуговицы, и точно так же он сворачивается вот так в 2 слоя и пристегивается, и получается хороший. То есть Красиво. Разреза нет, да. На черкеске есть варианты, где разрезы есть на черкеске. Это в какое-то время мода появилась, потом она опять пропадает. Вот. Потом очень такой актуальный вопрос, многие об этом даже не говорят и не знают. Вот самая характерная черта кафтана кавказского, которая его отличает именно астинского, вот этого покроя позднего, который сейчас распространился у всех, это спинка. Цельная спинка, которая из одной выкройки, и по краям, на клиньях, между клиньями по краям есть такие своеобразные ушки. Есть своеобразные ушки. Пушта. Вот эти ушки, вот сейчас уже многие знают, но еще недавно, еще вот года 2 назад, несколько лет назад, и у соседних народов, и в Осетии, мало кто вообще знал, для чего эти ушки. Я всегда говорю, что пояс не падал. Так тебе тоже так говорили, что чтобы пояс не падал. Но кто-нибудь из этих закройщиков или танцоров когда-нибудь полное оружие одевал на пояс, полный комплект оружия, и пробовал удержать пояс на этих ушках? Вот. Это же тканевые детали. Это просто кусочек ткани торчит. Кусочек ткани, да, торчит. Кстати, эти ушки прослеживаются в археологических материалах, в кафтанах голландских они есть зафиксированы, вот, которые послужили основой вот этому позднему кафтану, который мы называем черкесской. Вот эти ушки для того, чтобы большим пальцем или указательным, больше большим пальцем находить вот это ушко. И на расстоянии вытянутого пальца есть разрез под этим ушком. Вот этот разрез попадает ровно на то место, где на курате карман. И ты автоматически попадаешь рукой в карман. Ограничитель. Я сам свой карман ни разу не промазал. У меня там хранятся ключи, деньги, телефон всегда в черкеске. Хранились. С моей фигурой сейчас черкеску не оденешь. Лучше не одевать. Вот так. Это элементарные вещи, которые всегда были, всегда присутствовали. Те народы, у которых этой традиции не было, даже сейчас объясняют, что это для того, чтобы вот когда ты сабли одеваешь, они вот там должны торчать потайные такие дырки, чтобы вот сабли торчали, чтобы удобно было. Там, чтобы рубашку поправлять, там, чтобы штаны поправлять. Такие вещи рассказывать начинают, чтобы обосновать как-то присутствие такой детали. Каждый находит свое объяснение. Каждый находит свое объяснение, да. Вот такие моменты присутствуют даже. Вот. Как раньше рассказывали, что на язычках все эти заклепочки — это награды своеобразные. Количество язычков — это военные походы. У нас соседи придумывают все, что хотите. Да. Вплоть до того, что газыри пришиваются так высоко, чтобы зубами их вытаскивать. Знаете, такая версия есть. Кабардинская такая версия. Кабардинская версия, да? Зубами вытаскивать, на скаку вытаскиваешь зубами газыри, заряжаешь ложь. Зубами заряжаешь. Оружие, да, и зубами заряжаешь оружие. Да. Это, конечно, у нас тоже смешно. У нас до смешного тоже доходит, поверьте мне. Да, у всех, конечно. Да, хромают все. Порох засыпал туда, он пробовал сам, который это говорил. Он на скаку держал ружье в руках. Насыпать — это другое дело вообще. Да. Вплоть до того, что на шашке разрез для того, чтобы ружье ставить и тому подобное.
Бутылки, А? бутылки открывают. Да, или бутылки открывать легко, да. Конечно. А многие, знаешь, что делают? Возьмет в руку оружие, начинает, пытается его, как его, сжать. Он думает, что это разошлось. Такое тоже есть. На шашке вот этот разрез на рукоятке пытаются сдавить, чтобы он сошелся. Такое тоже было. Типа поломался, да? Да, вообще шашка, происхождение шашки на сегодняшний день это больше адыгское оружие, скажем так, чем осетинское, хотя в Осетии оно могло бытовать, но вообще в статус длинного клинкового оружия ввели его адыгские народы, потому что это, в принципе, техническое не оружие, а это инструмент. Это небольшой мачете до 60 сантиметров, это нож, хозяйственный нож, которым рубили лозу или тростник. Такая чисто техническая вещь. И просто-напросто он удлинился, со временем превратился в боевое оружие. Когда адыги вышли из-под влияния крымского хана и, приобретая самостоятельность, уже простые гражданские люди стали носить не сабли. Сабля вообще это атрибут княжеского сословия у адыгов. А простые люди носили шашки. Это удлиненный такой нож. Носили его лезвием кверху, потому что под буркой удобно носить клинок лезвием вверх, он не мешает и не упячивается. Причем выбрасывание и как бы есть такой вариант, удобство и неожиданность первого удара. Первый удар, вот как у японского меча, он выскакивает сразу. Можно первым же взмахом человека поразить. Благодаря этому она приобрела такой вот как популярность, и еще благодаря тому, что это дешевый вариант клинкового оружия, его дешевле в изготовлении, оно дешевле, и в ношении оно удобнее, и легче, чем сабля, вот, чуть короче, чем сабля. Вот, и рукоятка такая своеобразная, похожая на нож, и ножны очень глубокие, рукоятка влазит до 2/3 в ножны. Это все влияние того самого ножа, который был когда-то. Но рукоятка это влияние турецкого ятагана. У турецких янычаров ятаганы делали, на рукоятках использовали кость берцовую и шишки вот эти верхние вытачивали в виде крылышек. И вот эта вот мода, она перешла на Кавказ из Крыма и превратилась в такую моду. Это да. Вот. Впоследствии вообще шашка вошла в обиход, княжеский обиход, и приобрела такой статус, и стали ее использовать и знатные фамилии, только потому, что среди адыгских народов, в адыгском народе, среди простых людей тоже были люди достойные, которые могли как бы себя проявить на войне, и это оружие получило такой статусный вариант. Вот это вот, что касается шашки. И шашка распространилась на все кавказские народы, и в частности и в русской армии тоже. Очень удобное оружие. Хотя сабля совершенно другое оружие, и я считаю, что сабля более грозное оружие, тяжелое оружие, и шашкой можно только рубить, а саблей можно рубить, фехтовать, колоть. Шашкой колоть очень трудно, практически невозможно. Да, можно порезаться или руку себе поломать, но дело не в этом. А сабля это... Ну, на шашке системы боевых упоров. Да, у шашки нету системы боевых упоров, а саблю можно брать пистолетным хватом, можно колоть, можно рубить. Сабля очень универсальное оружие. Это, как бы, я считаю, самое высшее из длинных клинковых, легкого оружия. Вот. Патралы, а кинжалы, вот, допустим, есть же вот большие совсем. Но если мы кинжал возьмем, то тот кинжал, который мы сегодня называем кама, это кинжал, который появился на Кавказе под влиянием Ирана. Он проникает на Северный Кавказ под влиянием Ирана, хотя на Кавказе, вот именно у Алан, у Астин, кинжалы присутствуют. Причем кинжалы присутствуют как для ношения спереди, так и для ношения на бедре. Вот. Эти кинжалы, они по стилю подобны саблям, но это все равно короткое клинковое оружие, кинжальное. Вот. И если говорить о том, что это новость, какая-то новая тенденция на Кавказе, то это тоже неправильно, потому что взять бронзовый век, и там есть точно такие же формы кинжалов, которые появляются и в Иране, и на Северном Кавказе, они точно такие же. Но они функциональны, чтобы пробивать броню. Да, это больше колющее оружие, чем рубящее, и оно больше для малого круга фехтования и парирования.
Вот. И очень в ближнем бою такое короткое оружие очень опасно, честно говоря. Это очень опасная вещь. А с одним кинжалом человек мог натворить таких бед, даже не представляют сейчас люди. Ну, проникающая способность. Проникающая способность очень высокая, причем когда появляются на Кавказе кольчужники, то те кинжалы, которые, например, если в древности кинжалы затачивали почти как меч, просто клином, а для кольчуги нужна была игла. И стали перетачивать, в принципе, традицию вошло заточка кольчужная. И появляется такое плавно перетекающее в иглу лезвие, которое называется кольчужник сегодня. И вот эти кольчужники пробивают кольчугу с одного удара. И разбивая одно кольцо, которое держит 4 кольца, если у нас одно кольцо это 10 миллиметров, то получается больше 4 сантиметров зазор. И кинжал заскакивает в кольчугу легко просто. Поэтому на Кавказе пики, шпаги, это все не пошло, как бы не появилось вообще даже. А размерами почему они разные? Размеры? Кинжала. Стандартный размер кинжала вообще это вот длина до локтя. Это для человека это его стандарт. А те кинжалы, о которых ты говоришь, большие кинжалы, широкие, да, там на полную руку, как меч. Вот эти кинжалы появились в тот момент, когда российская администрация стала запрещать ношение холодного оружия. Во Владикавказе из-за этого закона люди не перестали носить кинжалы, просто носили деревянные лезвия в ножнах. Но это продержалось буквально короткое время, потому что невозможно было людей удерживать, не нося оружие. Настолько была криминальная обстановка сложная на Кавказе, что это не вариант удержать. И есть, я видел всего 3 кинжала, в которых сохранились деревянные лезвия. И это уникальные экземпляры. У него полностью серебряный кинжал, Внутри деревяшка. а внутри деревяшка. Причем повторяет лезвие. Стыдно было выходить без оружия. Никто же не будет у него проверять, у него там настоящий. Никто не дергает за оружие, нельзя мужчину трогать за оружие, за пояс. Это неприлично просто-напросто. Отхватить можно. Да, и не просто отхватить. Ну да, это и говорю. Это было пошло. Вот. И вот эти кинжалы стали появляться как длинное оружие, заменяющее шашку. Когда длинное клинковое оружие запретили, то начали носить кинжалы большие вот эти. Потом стали запрещать кинжалы, стали делать деревянные лезвия, носить шашки. И вот эта вся суматоха привела к тому, что к Первой мировой войне осетины носили и длинные кинжалы, и маленькие кинжалы, и шашки. И есть даже фотографии, где и маленький кинжал, и большой кинжал, еще и шашка, еще и ружье, еще и пистолет, и человек снаряжен на войну и берет с собой почти все. И вот эти кинжалы, они остались в обиходе, они как бы не ушли, их не перестали носить после того, как разрешили ношение оружия полностью. Они не ушли из обихода. Они остались в обиходе и их носили в основном как хозяйственные такие, ну скажем, в лес пошел и одновременно еще дрова нарубил, как говорится, да? Он заменял одновременно и шашку, и кинжал, и тому подобное. Что-то среднее. Что-то среднее. Им просто пользовались по-другому, вот и все. Он больше рубящий, конечно, был, чем колющий, но он повторял тот маленький кинжал, который носили. Но эти кинжалы наносили больше увечий, чем все остальные. Они были более, скажем, в бою эффективны, да. Вот. Ну, свое преимущество в них было, хотя у него нету таких способностей, как у сабли или шашки. Вот, и ты его не будешь использовать так же, как маленький кинжал, но все равно он очень опасен был. Свой сегмент он завоевал. Ну да, свой имидж он, да, приобрел. Вот так вот. Они очень интересные, у них рукоятка на полную руку, на 4 пальца. И очень часто сейчас в интернете бывают съемки, когда начинают рассказывать, что осетины носили парадные кинжалы, вот мы носили боевые кинжалы, осетины носили парадные кинжалы, они на 3 пальца, они маленькие, красивенькие такие всякие. И вот они нефункциональны. Есть определенный хват, есть определенная тактика боя. И рукоятку держали есть специфика удержания такого оружия, перехватов. Она очень логичная и очень функциональная. Это все можно с любым рукопашником и с любым человеком, который с коротким клинковым оружием владеет, он все это покажет. Это все очень удобно. Кинжал, вот пару, это пара. Длинный клинок и короткий клинок. И кто сталкивался с фехтованием, есть фехтование, большой круг фехтования, малый круг фехтования. И есть парирующие удары, есть атакующие, колющие разные. И при выхватывании в бою шашкой
ты мог противника оттолкнуть на несколько шагов от себя. Длинным клинком ты можешь человека от себя отогнать, как говорится, если не успел его ударить. А уже при контратаке противника ты при уходе взмаха выдергивается кинжал, как пара этой длинного клинка, и этим коротким кинжалом ты можешь или парировать, или встречать на колющий удар, или блокировать, или уводить. Вот. Его использовали по-разному. Причем очень часто в такой паре его использовали лезвием вниз. Наносили или парировали удары, или наносили колющие удары сверху вниз. Потому что проникающая способность сверху вниз самое уязвимое место. И есть, если, например, у шашки есть длинного клинка есть особенность, снизу по диагонали очень неудобно отбивать ее. А кинжалы очень неудобно отбивать в ближнем бою, вертикальные удары и удары снизу. Очень неудобно, практически невозможно его отбить, если ты не увернулся, если ты не ушел с линии атаки. Вот. И все вот эти удары подразумевают, что его нужно держать вот так. 3 пальца помещаются в рукоятку, и рукоятка сама, если кто-то помнит или видел, рукоятка сама имеет грани, она граненая. И вот указательным пальцем ты придерживаешь верхнюю часть навершия кинжала, а большим пальцем накрываешь сверху. И вслепую человек очень прекрасно может понимать, в какую сторону он направляет лезвие, какой угол поворота, какой угол наклона. Не глядя, он может понимать. Вот если взять, скажем, круглую овальную ручку, ты не поймешь, в какую сторону у тебя лезвие направлено по плоскости. А в такое лезвие ты можешь использовать так, как надо. Вот такие моменты есть. Потом есть поздние кинжалы, у которых фигурные навершия. Может, кто-то видел такие острые концы, 3 конца. Вот если взять его в руку, он ложится вообще идеально. И когда говорят, что рукоятка на 3 пальца неудобна, это все парадное оружие, если бы это оружие было парадным, то, поверьте мне, наши предки бы их выбрасывали и покупали бы себе другие ножи, или кинжалы, или топоры, или что-нибудь себе другое взяли и с ними воевали. Для каждого оружия своя специфика. Каждый, конечно, если бы это было не функционально, то оно бы не продержалось традиции столько времени. Вот и все.